Украину никто не хочет отдавать Мордору, и никому не надо, чтобы Украина стала частью Мордора, но и, извини меня, и воевать за нее уж точно никто не будет сам по себе, да, будут поставлять, конечно, там вооружение, помогать что-то, но смотри, уже сейчас идут разговоры о том, что американцы перестают давать разведданные Украине, потому что у них есть подозрение, что эти разведданные уходят на ту сторону. То есть сейчас мы уже можем начать говорить о том, что, возможно, и поддержка вооружениями будет уменьшаться, да. Но, тем не менее, в любом случае, Запад, конечно, хочет, чтобы Украина оставалась в сфере влияния Запада по эту сторону забора с железным занавесом, который начинает выстраиваться. Но никто за нее рвать попу на британский флаг сам в первых рядах не будет, если этого не будет в первую очередь делать сама Украина. И если выбирать между Германией и Украиной, ну извини меня, Байден, конечно, выберет Германию, да? Если выбирать между деньгами, гигантскими деньгами, огромными деньгами, и Украиной, которую тоже метает то в одну сторону, то в другую, то в третью, то в Китай, то непонятно куда. Но тоже, ребята, вы уже хотя бы определитесь, да? У Германии, по крайней мере, есть правила игры. Пусть Украина их выработает. Да? Вот 5 лет были понятные правила игры, весь мир поддерживал. Сейчас, когда советник президента говорит, что если Запад от нас отвернется, мы пойдем в сторону Китая, а президент говорит, что нет-нет, мы пойдем только в сторону ЕС, но при этом сам заключает сделки с Китаем, определитесь. Дайте вашим партнерам понятные правила игры, по которым они будут играть. Но вот Владимир Зеленский, тут надо дать ему должное вот в данном случае. Я считаю, что он правильно, в принципе, говорит, что, слушайте, господа, я могу цитату, у нас даже есть записанные, но ты, наверное, слышал, что он говорит, ну ЕС и НАТО, ну определитесь, дайте нам сроки, дайте критерии четкие. Нам нужна... Нету критериев. Я понимаю, что они сами уже проговорили, что это вопрос чисто политический. Да. Это вопрос, насколько Запад хочет ссориться с Россией. Давай так вот честно. Нет. Ну как нет? Ну как нет? Нет. Вопрос, насколько Запад хочет ссориться с Россией, только одна часть вопроса. Только одна, потому что Запад действительно не хочет ссориться с Россией, не хочет раздражать Россию. Естественно, ему это нафиг не нужно. Естественно, между войной и Северным потоком Меркель будет выбирать Северный поток. Это естественно, это понятно. Никто не хочет связываться с полоумными, у которых есть ядерная дубина. Но это только одна часть вопроса. Одна. Вот ты пойми, что вторая часть вопроса все-таки... будет ли та страна, которую мы берем к себе в ЕС и НАТО, доставлять нам проблемы, либо она будет усиливать нашу обороноспособность. Понимаешь?